вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогой Бишкек. Именно эти слова на этой сцене я говорил ровно 5 лет тому назад, открывая гала-концерт первого республиканского открытого конкурса исполнителей русского романса. Прошло 5 лет. Мировое сообщество, конечно же, заметило изменения во многом. Но не изменилась наша общая любовь к русскому романсу. И сегодня, спустя 5 лет, мы рады вас приветствовать на сцене Кыргызской национальной филармонии имени Токтагула Сатылганова, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации и заслуженной артисткой России Галиной Преображенской на гала-концерте 5-й юбилейной среднеазиатской романсиады. Не надежно, потому что рядом заслуженный артист Кыргызстана Игорь Воронцов. У каждого из нас, друзья, есть на карте мира любимый уголок. Для меня это Бишкек, потому что здесь живут мои друзья, потому что здесь живут яркие, талантливые люди, которым я верю, и потому что здесь каждый год звучит русский романс, а рядом с ним и киргизский, и выходят на нашу сцену, и те, кто уже знают цену и жизни, и искусству, и совсем еще вступающие в свои первые какие-то успехи, и жизненные, и артистические. Ну и, конечно, молодежь наша, главная надежда и опора, творческая молодежь. И вот это наша юбилейная романсиада. 5 лет. 5 лет мы слышим, мы видим, мы радуемся, мы пестуем, и мы встречаемся и говорим друг другу: здравствуйте, друзья! И очень символично, Галина Сергеевна, что именно 5-летие нашей среднеазиатской романсиады, конечно же, совпало с большим серебряным 25-летним юбилеем Московской романсиады. Мы будем отмечать его в декабре, и, конечно же, среди лучших молодых исполнителей, собранных по всему миру, будет место и представителю Киргизии, но мы узнаем это имя позже. Спасибо, дорогие друзья. Но сейчас мы хотим пригласить на эту сцену самых юных участников нашего конкурса, лауреатов и дипломантов в номинации «Надежда романсиады». Давайте их встретим вашими бурными аплодисментами. Запомните, это ваши первые такие большие, серьезные аплодисменты. Давайте еще раз поаплодируем. В этом году, к моей большой радости, как я художественный руководитель среднеазиатской романсиады, был установлен рекорд, и в этом году более 18 человек приняли участие в номинации «Надежда романсиады». И сейчас мы хотим объявить имена победителей, и, конечно же, они исполнят для вас свои композиции. Для меня вот все, кто здесь выстроились, они все были победителями, и я не могла отдать свое сердце никому одному. Это так, и какая-то, наверное, просто сценическая задача наша кому-то дать спеть вот из этой всей прекрасной группы. Абсолютно согласен. Для вас поет маленькая звездочка нашего конкурса Сафина Самиева. У рояля заслуженный деятель культуры Кыргызской республики Тамара Рублинская.
дитя мое, дитятка, дочка милая, головка победная, неразумная. Не век тебе пташечкой звонко распевать, легкокрылой бабочкой по цветам порхать. Забликнут на щеченьках маковые цветы, прискучат забавушки, стоскуешься ты. Прискучат забавушки, стоскуешься ты. А мы при старости себя веселим, молодость поминаючи, на детей глядим. И молодеженька была такова, и мне те же в девушках пелись слова. Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Милый шепчет уверенья, ласково в глаза глядит. Она полна смущения, что-то ей любовь сулит. Так с тревожными мечтами вдаль помчалась она, и не помнит, как с устами вдруг слились их уста. Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Уж сменилась ночь зарею, утро час настал золотой. Тройка мелкою рысою возвращается домой. Ах, надолго ли это счастье, не мелькнули бы, как сон, эти ласки и объятья и вина бокала звон. Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Игорь Станиславович, я привезу в следующем году, я готовлю сейчас сборник специально детских романсов, потому что они поют тексты, которые должны петь взрослые. Но когда пел роман, я поняла, что он поет не о том, что интересно взрослых, а он поет о тройке, вот что ему интересно, поэтому так здорово получается. И о снеге, который все-таки в И вообще Бишкеке о посетил. празднике.
Дорогие друзья, для награждения лауреатов и дипломантов номинации «Надежда Романсиады» на сцену приглашаются руководитель представительства Россотрудничества в Киргизской Республике Виктор Нефедов и руководитель информационного агентства и радио «Спутник Кыргызстан» Елена Череменина. Я очень рад, что за вот это время, которое прошло 5 лет Романсиаде здесь у нас в Киргизии, она стала не только киргизской, она стала среднеазиатской. И сегодня здесь будут выступать гости из соседних стран. Но и особенно мне приятно, что, несмотря ни на что, даже в пандемийный 2020 год мы все равно проводили Романсиаду, правда, не в этом зале, но мы победили, и, как я часто говорю, что у нас появился музыкальный антивирус. Мы, во всяком случае, в Киргизии точно коронавирус победили. И сегодня будут объявляться победители. Это действительно будущее Кыргызстана. Вообще очень радостно видеть детей на этой сцене. Информационное агентство «Спутник» уже не первый год поддерживает Романсиаду. Но в этом году это особенно волнительно, потому что прошлый год был такой закрытый для всех. И в этом году я очень рада видеть вас всех вновь в этом зале, ваши глаза, ваши души, которые раскрыты навстречу русскому романсу. С праздником вас! Спасибо. Елена Геннадьевна также пришла, как говорится, не с пустыми руками и учредила специальный приз от информационного агентства и радио «Спутник Кыргызстан». И вручит она его самой юной участнице конкурса, которой всего лишь 7 лет. Риана Мамедова. Спасибо большое. Ну а Виктор Леонидович вручит денежные премии и подарки лауреатам первой премии Самиевой Софине и Роману Масютенко. Дорогие друзья, мы установили традицию, мы каждый год вручаем лучшим из лучших, и те, кто подходят по возрасту, мы организовываем Россотрудничество, поездки «Здравствуй, Россия» тем ребятам, которые это заслужили и победили, не просто так, а сегодня победили 4 человека. Мы каждый раз, к каждой Романсиаде по одной награде добавляем. Игорь Станиславович, озвучите. Сертификатами для культурно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия» 2022 года награждаются Малькина Анастасия, Андрей Косаков, Акылбеков Байзбек и Иван Трофимов. Друзья, юбилейная 5-я среднеазиатская Романсиада собрала большое очень число участников. И вчерашний день, конкурсный день, это был целый романсовый марафон. В общем, сколько там было у нас? Больше 60 человек. Потом второй тур, потом еще киргизский романс. Это был праздник настоящий. И знаете, мне всегда трудно на конкурсе, потому что я за каждого болею душой. Но еще они были почти равны все, почти. Хорошо обученные, имеющие прекрасные голоса, имеющие темперамент, выразительность. Но конкурс имеет свои какие-то рамки и свои какие-то законы. Поэтому счастливая группа дипломантов появляется сейчас на нашей сцене. Аплодисменты дипломантам 5-го международного конкурса исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада».
приятно находиться на этой сцене. И очень приятно осознавать тот факт, что за 5 лет этот конкурс, это замечательное соревнование превратилось действительно в настоящий праздник. «Очарование романса», оно подтверждает это красивое название. И вот приятно, конечно, еще осознавать тот факт, что уровень конкурсантов, уровень желающих поучаствовать в этом фестивале становится выше и выше. Я тоже входил в состав жюри, и мы с таким трудом выбирали лучших из лучших, но все были достойны замечательных наград. Дети, их становится больше и больше. И это же так приятно, что этот праздник, праздник музыки, праздник поэзии, праздник русской культуры набирает обороты. И каждый, кто соприкоснулся с этим, это сохраняет в себе не 2 дня вот этих вот переживательных, как вчера и сегодня, а всю жизнь. И, наверное, главная цель, она вот достигается. И спасибо всем организаторам, кто это делает, потому что это очень важно. Это очень важно. С праздником! Я уверен, что на следующий год из них вырастут наши лучшие лауреаты. Цыганский быт и нравы старые, как песни, что мы все поем, под рокот струн, под звон гитары, жизнь прожигая, зря живем. Прощаюсь нынче с вами, я цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Вы не жалейте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Цыганский табор покидая, довольно мне в разгуле жить, что в новой жизни ждет меня, не знаю, а старой не хочу тужить. Сегодня с вами затяну я песню, а завтра нет, меня уйду от вас. Вы вспоминайте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Вы вспоминайте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Тари-тари-тари-да, та-тари-тари-тари-да, тари-та-тара, тари-та-та. Вы вспоминайте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний раз. Вы вспоминайте меня, цыгане, прощай, мой табор, пою в последний Дорогие друзья, конечно же, у нас есть такая традиция, поэтому под ваши аплодисменты будущий народный артист Кыргызской Республики Сергей Петрищев.
Галина Сергеевна, ну пора назвать нам имена лауреатов третьей премии. Это уже большая ответственность. Это уже лауреат такого конкурса, как Среднеазиатская романсиада, конкурса, который с каждым днем, с каждой минутой набирает известность, авторитет. И сегодня входит, пожалуй, в 20-ку самых известных конкурсов мира. Что-то грустно взять гитару, да спеть песню про любовь, или поехать лучше к Яру, разогреть шампанским кровь. Там цыганки молодые будут петь, плясать всю ночь. Раздарю им золотые, прогоню тоской я прочь. Зимней ночью снежной вьюгой все тропинки занесет. Сяду в сани я с подругой, тройка быстро понесет. Эй, ямщик, гони, как яро, лошадей, брат, не жалей. Тройку ты запряг, не пару, погоняй, брат, весели. Ла-л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 а. Ну давай, гони, как яро, лошадей, брат, не жалей. Тройку ты запряг, не пару, погоняй же сквозь волнистые туманы пробирается луна на печальные поляны, лед печально светана. На печальные поляны лед печально светана. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. И огня ни черной хаты, уж и снег навстречу мне. Только версты полосатые попадаются мне. Только версты полосатые попадаются мне. Скучно, грустно завтра, Нина, завтра к милой возвратясь. Я забуду камина, загляжусь, не наглядясь.
Полночная стрелка часовая мерный круг свой совершит. И до кучных удаляя полночь нас не разлучит. Грустно ни на путь мой скучен, тем я смолкнул мой ямщик. Колокольчик однозвучен, отуманен лунный лик. Колокольчик однозвучен, отуманен лунный лик. Сладким запахом сирени напоен душистый сад, и прозрачные ночи тени дымкой светлою лежат. Соловьи не умолкая звонко свищут над рекой. Отчего же, дорогая, в эту ночь ты не со мной? Ночь светла, белеют тени, льется в окна аромат. Сладким запахом сирени напоен душистый сад. Отчего же, дорогая, в эту ночь ты не со мной? Как много наших зрителей, как приятно в наше нелегкое время видеть истинных ценителей русского романса, причем сидящих на каждом кресле, а не так, как нас оставляют через кресло. Ой, очень приятно перед вами выступать. Не вплетай цветов душистых в полузавядший мой венок. Давно моих мечтаний чистых угас последний огонек. Не повторяй с улыбкой ясной, что ты пришел ко мне, любя.
Береке Янкибаева, гран-при Романсиады 2014 года. Ой, боже, время бежит. И лауреат Московской нашей Романсиады, и любимица нашей публики. Ну, настало время лауреатов второй премии, Галина Сергеевна. Сейчас зрители начнут сравнивать, правильно ли дали, неправильно, кто лучше, третья премия или вторая. Они все хороши. Вот так будет вплоть до гран-при. Ну, а на вкус и цвет, товарищи, нет. Выбирайте вам, кто больше по сердцу, кто больше по душе. Кто у нас вторая почетная премия? Трое в номинации «Молодые исполнители» и в номинации «Романс без границ» выходит замечательная совершенно певица. Кто начинает? Кто начинает? Кто из них Как начинает? кто? Джентльмены уступают место Да. очаровательной даме. Я не оставлю слов на зеркале помадой, и не оставлю слов, бегущих в проводах, ведь в рамке не найти дыхания и отрады. Она, как приговор, начертана в словах, ведь в рамке не найти дыхания и отрады. Она, как приговор, начертана в словах. Я не оставлю слов средь суеты поблекшей и позабывших сон, и правду влажных трав душа запечатлит безудержность полета и близость берегов, и аромат забав. Душа запечатлит безудержность полета и близость берегов, и аромат забав. Я не оставлю слов, ни похвалы, ни лести, и не оставлю слов, рожденных горячо. Ты поднимись со мной туда, где все известно. Обманные слова там не сбылись еще. Ты поднимись со мной туда, где все известно. Обманные слова там не сбылись еще. Я не оставлю слов, живого сердца слепком, ведь если ты пришел открыть все грани сам, всю мудрость всех веков в прикосновении женском, причастие твое через нее богам. Всю мудрость всех веков в прикосновении женском, причастие твое через нее богам. Я не оставлю слов на зеркале помадой, и не оставлю
встретилась, юная, нежная, в те года мои далекие, в те года вешние голова стала белою. Что с ней я поделаю? Почему же ты мне встретилась лишь сейчас? Я забыл в кругу ровесников, сколько лет пройдено. Ты об этом не напомнила, юная, стройная, об одном только думаю. Мне жаль ту весну мою, что прошла неповторимая без тебя. Как боится седина моя твоего локона. Ты еще моложе кажешься, юная, стройная, видно нам встреч не праздновать. У нас судьбы разные. Ты, любовь моя последняя, боль моя. Кубановичбек Атамбаев. Жил-был король, когда-то при нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата она ему была. Блоха, блоха, блоха. Зовет король портного: послушай ты, чурбан, для друга дорогого сшей бархатный кафтан. Блохе кафтан, блохе кафтан, блохе кафтан. Вот в золото и бархат блоха наряжена, и полная свобода ей при дворе дана. Блохе, блохе. Король ей сан министра, и с ним
за нею и другие пошли все блоки в ход. Ага. И самой королеве, и фрейлинам ее от блох не стало мочи, не стало и жития. Ага. И тронуто боятся не то, чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, тотчас давай душить. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Есть одна хорошая песня у соловушки. Песня бедная о моей головушке. Цвела забубенная, росла, но живая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая. Думы мои, думы, боль в висках и темени, промадалья молодость, без поры, без времени. Как случилось сталось, сам не понимаю. Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю. Лейся, песня звонкая, в элитре унылую, в темноте мне кажется, обнимаю милую. За окном гармоника и сияние месяца, только знаю, милая, никогда не встретится. Эх, любовь, калинушка, кровь, заря вишневая, как гитара старая и как песня новая. Пейте, пейте в юности, пейте в жизнь без промаха. Все равно, любимая, отцветет черемухой. Я отцвел не знаю где, в пьянстве что ли, в славе ли, в молодости нравился, а теперь оставили. Зиедбек Абдимавлонов и заслуженная артистка Кыргызской республики Юлия Бабич. Спасибо лауреатам. Дорогие друзья, у нас сейчас состоится премьера романса
которая была написана замечательным композитором Мухаммадом Атаджановым на слова Нури. И этот романс под названием «Лунный сад» авторы посвятили специально конкурсу «Романсиада». Для вас поет народный артист Узбекистана Аваз Раджабов. Подари мне лунную ночь и рассей ты иллюзии прочь. Лунный сад покажу я тебе, и как вихри бушуют во мгле. Сад я увижу во сне, и цветы соберу при луне, а букеты из лунных цветов подарю я только тебе. А букеты из лунных цветов подарю я только тебе. Может, там на далекой луне теплый ласковый дождик во мгле, пелену снимает с луны, да, и цветы расцветают в ночи. Сад я увижу во сне, и цветы соберу при луне, а букеты из лунных цветов подарю я только тебе. А букеты из лунных цветов подарю я только тебе.
Народный артист Узбекистана Авазхон Раджабов и квинтет «Сольтадос». Премьера романса на гостеприимной кыргызской земле. Галина Сергеевна. Именно такой помпезный, шикарный, роскошный романс и должен был предварить появление лауреатов первой премии. Лауреаты первой премии нашего конкурса. Добрый день, уважаемые друзья. На самом деле, знаете, очень волнительно находиться на одной сцене с такими большими артистами, с такими голосами, особенно сам, когда ничего петь, я имею в виду, не умеешь. Как бы это... Вот. Мы сегодня с вами празднуем и юбилей большой романсиады, и юбилей романсиады в азиатской. И я хочу сказать, что вот это вот как бы событие, которое мы сегодня отмечаем, в рамках его даже, наверное, уже сложно посчитать, а сколько больших талантов эти романсиады открыли. И я хочу пожелать конкурсу не останавливаться, конечно, на достигнутом и праздновать еще много и много юбилеев, и чтобы эти конкурсы открывали и запускали новые звезды, и чтобы когда вот этих молодых ребят они станут артистами больших театров, признанных концертных площадок, и известные журналисты у них будут брать интервью и спрашивать, а с чего они начинали, они будут говорить, что первый их успех был на романсиаде в Бишкеке. Дорогие друзья, мне кажется, мы присутствуем при историческом событии. Когда-нибудь вы будете о нем рассказывать вашим детям, внукам, потому что сейчас, когда весь мир пребывает в каком-то хаосе, мы все потеряли ориентиры, устои, здесь, на этой сцене, собрались представители нескольких стран. Здесь, в зале, огромное количество слушателей. Молодежь хочет петь, выступать, молодежь чувствует. Молодежь переживает, молодежь может передать то, что она чувствует, о чем она думает. Те люди, которые сейчас поют русскую музыку, русский романс, на великолепном русском языке, представители других стран, других национальностей, они будут другие, они будут замечательные, чистые, добрые, это наше будущее. И я хочу высказать слова огромнейшей благодарности организаторам этого конкурса, представителям Россотрудничества здесь, господину Нефедову, который внес огромное количество доброты, помощи, поддержки в этот проект. Я благодарна нашим ребятам, которые преодолели все сложности пути сюда, все закрытые дороги, все поезда, автобусы, самолеты, ожидания в аэропорту. Они приехали, они спели, они принесли радость вам, слушателям, радость нам, членам жюри, и радость своим странам, своим мамам, папам, бабушкам. И как здорово, что здесь сегодня все мы собрались. Когда горят костры ночные, и в городах среди своих друзей слыхала я не раз слова простые, напев любимой песенки. Да веселей, пойся, песня раздольная. Не хочу я быть ничьей, да родилась я вольная. Дари-д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 а. Не хочу я быть ничьей, да родилась я вольная. Вчера с тобой я долго говорила, а ты ушел
и слова не сказал, скрывая боль, тебя я проводила. Напев любимой песенки моей. Полно, сокол, не грусти, думы брось напрасные. Сколько счастья на пути, одни такие ясные. Эх, ясные. Полно, сокол, не грусти, думы брось напрасные. Ах, сколько счастья на пути, одни такие ясные. Сайора Мухамедова, лауреат первой премии в номинации «Романс без границ». Ой, снова я сердцем широким бедую, не знаю, что делать, как быть. Мне все говорят, позабудь молодую, а я не могу позабыть. Не знаю, что было, не помню, что будет. Ты знаешь и помнишь ответ. Но если такая меня полюбила, то надо и плакать, и петь. Другие скрывают, что их позабыли, но ты ничего не таи. И пусть не забудут меня дорогие глаза голубые твои. Светлей не найти, не встретить дороже. Тебя окружают цветы. И я говорю им, такой нехороший, какая хорошая ты. Ой, снова я сердцем широким бедую, не знаю, что делать, как быть. Мне все говорят, позабудь молодую, а я не могу позабыть. Элгиз Бейшенбаев. Сердце
Сердце будто проснулось пугливо, пережитого стало мне жаль. Пуще кони с распущенной гривой с бубенцами умчат меня вдаль. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый распев, а вокруг расселился широко белым саваном искристый снег. Пусть ямщик свою песню затянет, ветер будет ему подпевать, что прошло, никогда не настанет. Так зачем же, зачем горевать? Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расселился широко белым саваном искристый снег. Звон бубенчиков трепетно может воскресить позабытую тень, мою русскую душу встревожит и встряхнуть мою русскую лень. Слышу звон бубенцов издалека, это тройки знакомый разбег, а вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. А вокруг расстелился широко белым саваном искристый снег. Хислат Камилов. Ночь светла, над рекой тихо светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный листом в тиши изумрудных ветвей звонких песен своих
Кыргызстан. Дорогие друзья, а я хочу сказать, что в декабре состоится в Москве финал 25-й международной романсиады. Павел Анатольевич, я знаю ваши успехи в международном спорте, ваши бесконечные победы и путешествия. Я надеюсь, что у вас найдется время посетить финал в Москве и поддержать представительницу Киргизии Сабину Ибраимову. Сабина Ибраимова 18 декабря. Финал 25-й Московской романсиады в Москве. Павел Анатольевич, спасибо. Занимайте почетное место. Ну, а Мария Людько подарит всем нашим гостям легендарный старинный романс. Лауреатам спасибо тоже. Гости
заслуженная артистка России Мария Людько. Лауреат первой премии Московского международного конкурса «Романсиада-2000». И квинтет Сольтадос. Я бы очень хотела, чтобы наш конкурс оказал содействие в том, чтобы в Москве смогли также встречать и также аплодировать и радоваться названием киргизских романсов, так же, как вы радуетесь сегодня нашему алябьевскому соловью. Для этого в Среднеазиатской романсиаде представлены номинации как русского, так и киргизского романса. И вчера мы наслаждались музыкой и Молдобасанова, и Бекмуратова, и Давлесова. И я прошу Игоря Станиславовича выпустить для нас, для москвичей, для россиян сборник киргизских романсов, разумеется, с русским переводом, потому что мы вчера были просто на празднике настоящей высокой большой музыки, созданной киргизскими авторами романса. Ну и мы хотели бы представить сейчас вам ту, кто стал лауреатом первой премии в номинации «Киргизский романс». Встречайте, Полина Попикова, Кыргызстан. Полина Попикова. Добрый вечер, дамы и господа, уважаемый господин посол Николай Николаевич, Виктор Леонидович, Азамат Капарович и дорогие гости, высокие ценители самого высокого искусства. Сегодня поистине праздник души. Сегодня говорилось очень много теплых слов. Как прекрасна романсиада. Но мне бы хотелось отметить, что прежде всего очень важно, что здесь собрались юные дарования, которые легкой поступью делают свои первые шаги. И они имеют возможность поучиться, узнать рекомендации, мастер-классы взять у состоявшихся мастодонтов, мэтров. И эти рекомендации на вес золота. Вот что важно. Но и самое главное, на чем бы я
основательно хотела бы сакцентировать. Сегодня в основе романсиады все-таки заложена дружба народов. Посмотрите, конкурсанты разных национальностей. Узбеки, уйгуры, кыргызы, казахи, русские. Как это важно! Толерантность. Говорить на одном языке, взаимопонимание, взаимоуважение. Так, как мы говорили раньше. И так, как говорим мы сегодня. Говорим красиво, поэтично, звучно, на языке творчества. Поем вместе романсы. И несмотря на то, что кто-то из нас, и я в том числе, не пою, как и заместитель Россотрудничества, но мы восхищаемся, аплодируем. И самое главное, чувствуем сердцем, душой и разумом, что это поистине праздник души. Позвольте вручить от себя приз прекрасной Полине, которая виртуозно просто исполнила кыргызский романс, интеллектуальную игру. Естественно, шахматы нас всегда учат делать на 2-3 шага вперед и осмысливать, совершать аналитическую работу над всем, что происходит. Полин, браво! Спасибо вам большое! Позвольте вручить еще одному маленькому конкурсанту, который просто поразил меня своим исполнением. Я, как президент клуба друзей Азербайджана, всегда отмечаю, что песни Муслима Магомаева будут жить веками. Он исполнил песню «Кони-звери». Это было просто потрясающе. Мансур Абдурауфов. Галина Сергеевна, это юбилейная романсиада, вы неоднократно подчеркнули. Я бы, в свою очередь, хотела от себя лично вас поблагодарить за ваш приезд, за вашу огромную лепту. Посмотрите, 2000-й, 2004 год, и ваши артисты, которые выходили на сцену впервые, и также легкой поступью они стали уже народными артистами. Что говорить, Улан Самудинов, который выступал в Кремлевском дворце, он уже собирает залы, стал стажером Мариинского театра. Позвольте вам вручить прекрасную картину. Для нас «Снежный барс», «Теархар» значимы. Они занесены в Красную книгу. И вы значимы и первостепенны для профессиональной сцены. Ваша огромная лепта на постсоветском пространстве, она на самом деле значима для таких юных дарований. Поэтому живите долго, процветайте, всегда улыбайтесь и будьте такой очаровательной, привлекательной и бесподобной. Ну и, конечно же, для вас поет заслуженный артист Кыргызской республики Тилек Найманбаев. Я тоже хотела объявить Тилека. И Тилек также участник концерта в Государственном Кремлевском дворце. И сразу привлек его голос, его музыкальность, его удивительная вот какая-то аура такого киргизского добродушия и тепла, которым он озарял весь наш Кремль. И я очень рада, что он сегодня уже член жюри Среднеазиатской романсиады. Тилек Найманбаев – один из моих любимых теноров. Спасибо.
Ар сулу gözünden Suhtanan süykün sözünü Sızdasa sen de жүрөгümda Sırdaşkım gelet özüne Akılım boy boy erkime da Aşıkmın sendey selkiге Жалынды жаштык кезиндеги жарашкым келет өзүңө жарашып турат мүнөзүңдө жалжылдап канган көзүңө кыялым бой бой эркиме да кызыгам сендей серкиге Жүрсө бир болду элчигени жүрөгүмдү алчы энчиге чыдабай жаштык өртүнө да чын ашык болдум өзүңө көңүлүм бой бой эркиме да колсунан сендей серкиге Көңүлүм бой бой эркиме да колсунан сендей серкеге Заслуженный артист Кыргызской республики Тилек Найманбаев и квинтет Сольтадос. Какое испытание для следующей молодой, совсем юной 20-летней певицы выйти после такого мастера, после такого роскошного голоса. Но она смелая, она умная, потому что раз появившись на среднеазиатской романсиаде 2 года назад, она сделала все необходимые выводы, кто как поет, как ей нужно, что ей перенять. И сегодня она просто в звездном каком-то статусе появилась на нашем конкурсе и завоевала гран-при. Гран-при 5-го международного конкурса исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Я вчера сообщила в Москву, ну, конечно, все интересуются, кто гран-при. И когда я сказала, что девушка, наши удивились. Ведь, обратите внимание, всегда были могучие представители мужского рода. Отсюда ехали к нам в Москву и ребята-тенора, и баритоны. И сегодня вдруг нежная, прелестная сопрано. Итак, Амина Рахимджанова. И
него не веселее. Сердце ноет и болит. Опьянела, опьянела, закружилась голова. Опьянела, опьянела, закружилась голова. Опьянела я невольно, загорелась страстью кровь. Сердце сладко, сердцу больно. Тот напиток есть любовь. Опьянела, опьянела, закружилась голова. Опьянела, опьянела, закружилась Для награждения обладателя Гран-при на сцену мы с большим удовольствием приглашаем чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Киргизской Республике Николая Николаевича Удовиченко и министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамата Капаровича Жаманкулова. Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники, саламат старбы. Уважаемый Николай Николаевич, предыдущий и этот год между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой особенные годы. В предыдущем году и в этом году мы отмечаем перекрестный год Кыргызской Республики в Российской Федерации в Кыргызской Республике. Очень много мероприятий уже проведены. И вот очередное наше мероприятие – Романсиада. 25 лет существует Романсиада. Последние 5 лет мы проводим в Кыргызстане. И нужно, мне кажется, здесь необходимо отметить о том, что Романсиада по Центральной Азии начиналась в Кыргызстане. Два года мы проводили, и теперь центральноазиатские регионы, страны приезжают к нам в Кыргызстан. Галина Сергеевна, сил вам, терпения и огромная благодарность от всех кыргызстанцев от имени нашей республики за Романсиаду. Всех участников, конкурсантов, победителей поздравляем, удачи, успехов. Мы всегда будем поддерживать, поддерживали и в будущем, надеюсь, очень много Романсиады будем проводить в Кыргызстане. Спасибо. Уважаемые друзья, Азамат Капарович, хотелось бы сказать, как в русском языке нет слов, но слов много. Прежде всего, конечно, браво, брависсимо и им подобное – это очарование романса. О романсе я мог бы говорить долго, много, красиво, но вынужден в этот раз наступить на гору своей песни в прозе, о романсе, потому что я еще хотел
отдельно акцентировать внимание на других вопросах. Галина Сергеевна сказала сегодня о судействе, о субъективности. Я хотел бы выразить сожаление, что меня в жюри не включили, потому что я бы всем дал первые места и много-много гран-при на самом деле. Но, а если говорить серьезно, то скажу прямо, нам с вами здорово повезло с Галиной Сергеевной, потому что она сделала выбор в пользу Бишкека, и вот уже столько лет проводятся эти мероприятия. Ну и, конечно, вместе с Галиной Сергеевной Игорь Станиславович у самых истоков и сделал колоссально много. Ну и, конечно, исполнители. Это, конечно, чудеса. Можно сказать, низкий поклон вам. Вот сегодня в зале присутствуют и руководители ведомств Кыргызской Республики, руководители, главы дипломатических представительств, международных организаций, общественные, политические деятели. Я всех благодарю за то, что приняли приглашение, и надеюсь, что получили сегодня ту немалую толику позитивных эмоций, доброго заряда, который так сегодня нам необходимы в этой жизни. Отдельно хотел бы еще сказать вот о чем. В Бишкеке проходило другое крупное мероприятие. Это форум директоров образовательных учреждений с русским языком обучения. 263 руководителя школ кыргызских от Бишкека до самых отдаленных населенных пунктов со всех областей республики 2 дня провели в Бишкеке, 2 дня обсуждали ситуацию, перспективы изучения русского языка в кыргызской школе. Я думаю, что сегодняшним участием в этом мероприятии, а они присутствуют здесь, они также унесут во все отдаленные пункты республики воспоминания о романсе, которые сегодня получили здесь, в этом зале. Я хотел бы попросить всех, пользуясь случаем, поаплодировать, поблагодарить учителей за их бескорыстный труд. Спасибо вам большое. Спасибо и Россотрудничеству, которое сделало возможным проведение такого важного и актуального форума. Я еще раз благодарю всех, благодарю организаторов, благодарю участников сегодняшнего мероприятия, благодарю руководство Кыргызской Республики. Кстати говоря, с Азаматом Капаровичем 2 года назад, вот она стабильность, мы участвовали здесь, в этом же конкурсе, на этой же сцене. Спасибо большое. Спасибо. Амина Рахимжанова, гран-при 5-й среднеазиатской романсиады в Бишкеке. Спасибо большое, Николай Николаевич. Спасибо, Азамат Капарович. Дорогие друзья, вот, к сожалению, и подходит к своему логическому завершению гала-концерт 5-го международного конкурса «Среднеазиатская романсиада». Но мы уверены, что и на следующий год в этом зале вместе с Галиной Сергеевной мы выйдем на сцену и скажем: «Добрый вечер,
дорогой любимый Бишкек, мы рады вас приветствовать на гала-концерте 6-го международного конкурса исполнителей русского романса «Среднеазиатская романсиада». Ну а с вашего позволения, Галина Сергеевна, я хочу вручить вам вот этот гран-при, наш гран-при, жителей Кыргызстана, и поздравить вас с 25-летием вашего прекрасного конкурса. Многое вам лето. Ну и, конечно, с меня песня. Квинтет Сольтадес. Годы словно вскачь бегут куда-то, и романсиаде 25. Чтоб достойно встретить эту дату, собрались в Бишкеке поздравлять. И здесь в кругу друзей, в краю кыргызских гор, мы провели наш конкурс в 5-й раз. За радость прошлых дней, за будущий успех благодарим великий наш романс. За радость прошлых дней, за будущий успех благодарим великий наш романс. Разрешите вас, мадам, поздравить, крепкого здоровья пожелать. Романсиаду вы смогли прославить и любовь свою нам всем отдать. И здесь в кругу друзей под музыку и смех мы отмечаем славный юбилей. За радость прошлых дней, за будущий успех аплодисментов зритель не жалей. Лай-лай-лай. За радость прошлых дней, за будущий успех аплодисментов зритель не жалей. Вдаль прямыми светлыми путями русскому романсу мчать дано. Ехал я на тройке с бубенцами, да, видать, приехал уж давно. Адушка, да с днем рождения тебе курлычат в небе журавли. Желаю счастья и во всем везения, а будет грустно, просто позвони. Желаем счастья и во всем везения. Ну а тебе, Бишкек, гранд мерси. Браво, Игорь Воронцов, Игорь Станиславович, дорогой, все наши члены жюри, все наши руководители, вся эта удивительная публика, каждый из которых действительно наш друг, наша поддержка. Игорь Станиславович, но сегодня ведь говорили обо всех и очень мало о вас. Я не готова была к этой вашей песне совершенно. Он любит экспромты.
но не сказать о том, что Бишкек, помимо других достопримечательностей, имеет в своей, вот здесь, в своей сокровищнице такого организатора, такого энтузиаста, такое сердце широчайшее и такое мастерство создателя. Невозможно это не сказать. Это Игорь Воронцов. Лауреат, кстати сказать, Романсиады, наш друг. И сегодня поведаю вам тайну, что Среднеазиатская романсиада является эталонной, и наши другие романсиады, другие этапы, будь то российские, Сибирь, Санкт-Петербург, будь то зарубежные в Европе или даже на Кипре, они за кальку, за организационную, за вот эту умную и сердечную кальку создания творческого конкурса, они берут именно Среднеазиатскую романсиаду в Бишкеке. Спасибо, Галина Сергеевна, за ваши теплые слова. Ну, остается сказать прощай, 5-я романсиада среднеазиатская. Мы говорим вам до свидания, расставание не для нас. До новых встреч, дорогие друзья!